Всем привет! Меня зовут Адиль Сейфуллин, и совсем скоро я стану сотрудником компании Транстелеком. Ну, я надеюсь. А это здание, где я стажируюсь. Правда круто? Вот это мой шеф Алмаз. Он бывает временами строгий, но всегда очень справедливый. Ну что ж, моя стажировка начинается. УСМ Астана. Вы рады вообще работать там? Давай еще раз. УСМ Астана. Пойдет, нормально. А security? Братан, ты там один работаешь, походу. Ладно. IB Trade. Во, нормально, круто. Ну и давай, завершающая команда. РБТ, да? Там, мне кажется, IB Trade просто помогает, да? Итак, все готовы? Поехали! Ну все круто, у нас все готовы, все заходят в здание, сейчас все начнется. Вы можете, пожалуйста, ультануть? Да. Ультаните меня полностью. Всем привет, это новый выпуск стажера по-казахски. Мы сегодня находимся в Казмедиа Орталығы. Зачем? Здесь состоится очень крутой турнир по такой дисциплине, как Dota 2. Сразятся 4 сборные, которые представляют разные организации. Собственно, что из этого получится и как это все пройдет, вы увидите прямо сейчас. Вы пришли просто в своем домашнем, да? Вот, вообще, как вы сюда ехали? Вот это интересный процесс. На поезде. Да. Ну, я здесь живу, так что... Пешочком просто, да? Точно пешочком. Или долетели? У вас какой герой? Crystal Maiden. ЦМК. Ясно. Окей, я не знаю, кто это. Хорошо. Ну, я Monkey King, и в данный момент моя суперспособность в том, что я не мужик, а девушка. Крутая суперспособность, да. Да. Но еще у меня удлиняется палка. Если, допустим, в будущем, да, вас муж, там, не знаю, придет домой поздно, да, вы можете о злости его ультануть? Ну, я ультану чуть по-другому, примерно как ультует Квапа. То есть она орет там, но я примерно так же буду, получается. Что Дота вам вообще дала в жизни? А ради Доты на что вы готовы? Black Hole! Assalamualaikum, құрметті дотерлар. Итак, возле меня находится команда, которая попала в топ-4 USM Астана. Ребят, как вообще настрой? Как вам игра понравилась? Нет? Какие-то минусы, плюсы? Вообще организация отличная. Игры очень хорошие, команда достойна друг друга. Мы не вышли в финал, потому что, ну, на самом деле мы как-то так навеселее играли, думали там как-то там. Ну, главное участие же, не победа, по-любому. По-любому. Да. Возле меня команда IB Trade, а это означает, что у нас сейчас постоянная наша рубрика «Отмазки проигравших». Ребят, что вы можете сказать по поводу игры? Ну, вы видите, просто на улице погода не та. Чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не подфартило. Просто кости ломило, да, поэтому от такой погоды. Да, там дело в наших +3. Сипо, Ходж, Алихан закинули, как могли вот. Из 5 игроков вашей команды вы вдвоем тащили, те трое вниз они тянули. вообще раки нереальные. 100%. 100%. Горячие играют, пускай Левкан кидает ульгу и всем салам. По мне, так у вас самый креативный костюм. Вы оделись в костюм Оксимирона. Да. Что? И возле меня находятся люди, которые ожидают скорый поезд Астана-Караганда. При обнаружении бесплотных вещей, предметов не вскрывайте.
Ну что ж, друзья мои, возле меня находится человек, который являлся одним из организаторов, идейных вдохновителей этого мероприятия, благодаря которому мы сегодня отпраздновали, поиграли, очень круто провели время. Вице-президент компании АО «Транстелеком» Дайбеков Ильнар Русланович. Ильнар Русланович, вас приветствую еще раз. Пару слов, впечатлений, вот только-только финал закончился, сзади вас еще команды бегают, радуются, поздравляют друг друга, эйфория. Вы как организатор, что можете сказать по поводу мероприятия? Понравилось, как прошло? Очень понравилось, супер прошло, я считаю. Никогда в жизни не видел столько ботанов в одном месте. Здесь и фрики, и геймеры, и плееры, и хакеры. В общем, наша публика транстелекомовская, мы очень рады. Уже по ходу мероприятия много положительных отзывов мы услышали. Спонсоры подходили к нам, да и просто зеваки. Поэтому в целом праздник удался. Вот ребята стоят, отмечают, празднуют. И я думаю, сегодня действительно победил сильнейший. Ну, Ильнар Русланович, можно пару слов, забегая вперед, да, немножко предвосхищая? Все геймеры Астаны ждут от вас теперь слов. Вы теперь руководитель всех геймеров столицы. Можно сказать, пожалуйста, когда следующий такой турнир состоится, такого масштаба, такого размаха, и по какой дисциплине он будет? Ну, во-первых, хотел сказать, что результаты превзошли ожидания наши. Вот мне сегодня во время турнира звонил президент нашей компании, как обычно, похвалил за отличную работу. Сказал, что в ближайшее время осенью надо провести еще один турнир. Это еще не официальное поручение, поэтому будем прорабатывать. Поэтому варианта два. Либо осенью будет второй турнир, либо уже весной следующего года. Но следите за новостями, мы обязательно сообщим. И по дисциплинам, я думаю, мы все-таки откроем еще пару дисциплин, потому что Dota — это определенная публика. Есть еще и другие замечательные игры, Counter-Strike, FIFA, поэтому ждите новостей. Все, вот за контру можно руку пожать сразу, прям очень круто, я прям буду ждать. Ну, Ильнар Русланович, давайте в трех словах охарактеризуем сегодняшнее мероприятие. Любые три слова, которые в голову придут. Ярко, стильно, громко. Ну что, друзья